Здравствуйте! Это «Запрещенный Кавказ». И мы предлагаем вашему вниманию вторую часть цикла передач «Ахмед Закаев отвечает на ваши вопросы». И сегодня мы говорим о Чечне, о ее будущем в случае смены нынешнего режима. Путин уже заявил, что будет баллотироваться на пост президента России. И, конечно, он выиграет на этих выборах. Но это не значит, что скоро или не очень скоро власть в России так или иначе не будет смещена, сменена и так далее. Поэтому люди продолжают задаваться вопросами о своем будущем после Путина. Уважаемые зрители, напоминаю, что мы задаем председателю правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмеду Закаеву ваши вопросы, присланные нам. Их очень много, поэтому мы их обобщили и объединили по тематике. Итак, Ахмед, следующие вопросы касаются будущего Чечни после ухода Путина. Наших зрителей интересует, каким ты видишь будущее Чечни после падения режима? Есть ли шанс, что чеченский народ самостоятельно, демократическим голосованием решит быть с Россией или стать независимым государством? И какова будет судьба Кадырова, когда уйдет хозяин? Будет ли преемник содержать Кадырова? И даже такой веселый вопрос предположения. А если президентом станет Ксения Собчак, будет ли Кадыров признаваться ей в такой же любви и преданности, в готовности отдать жизнь? Или что-то новое придумает? Мое твердое убеждение оно в том, что нам нужно будет вернуться к договору о мире и на основе этого документа, исторического документа, выстроить наши взаимоотношения с Россией. А этот документ, вот этот договор о мире, он нам дает очень большие возможности выстраивать отношения с Россией. И, конечно, я безусловно считаю, уверен в том, что нам свое будущее надо связывать с Россией, с будущим России. Я сейчас хочу просто еще раз напомнить, вот еще 90-е годы, как только начались вот эти процессы, 91-й, 92-й год, и в последующем буквально перед войной в 93-м, 94-м году, Абдрахман Автурханов, чеченский политолог, находящийся в эмиграции, соратник Хасана Исраилова, 40-х годов руководителя Чеченской Республики, он обратился к чеченцам, и к Джохару Дудаеву, и ко всем. И он призвал чеченцев не спешить прерывать отношения с Россией. Он тогда в своем обращении сказал буквально следующее. Вам необходимо строить свое будущее вместе с Россией. Только после того, как освободится сама Россия, только после этого может быть свободной и Чечня. На самом деле это так и есть. По истечению времени я совершенно согласен с Автурхановым. Только свободная Россия может признать и свободу других народов и соседних государств. А в частности, какие взаимоотношения мы должны выстроить с Россией, естественно, это будет решать власти, которые изберет чеченский народ. Это будем не мы. Я думаю, что после вот этих, как вы говорите, Путин, или путинизма, или путинской эпохи, в Чечне должны пройти свободные выборы, чеченцы должны избрать свою власть, и вот эта власть, имея мандат от чеченского народа, должна будет в последующем определять уже какие-то особенности взаимоотношений между Россией и Чечней. Но все это должно базироваться именно на том документе в 1997 году, подписанный президентом Асланом Масхадовым и Борисом Ельциным. Относительно Кадырова, судьба Кадырова. Мне сложно предсказывать будущее Кадырова. Если мы доживем до этого времени, самое главное, этот человек должен быть привлечен к уголовной ответственности за все те преступления, которые он совершил. И я уверен в том, что это и будет. Какие отношения у него будут складываться с преемником
с Путина или с путинским преемником. Но это уже сегодня однозначно, да, что и российская общественность подготовлена для того, чтобы преемник в первую очередь начал наказывать Кадырова. И международное сообщество подготовлено к тому, что Кадырова необходимо будет наказать. И военные, они готовы к тому, чтобы наказать Кадырова и всех тех, кто его поддерживает. И у меня, естественно, возникает вопрос. Я задал этот вопрос во время интервью как раз таки Ксении Собчак, которая брала у меня интервью, и она хотела выяснить, что мы думаем по поводу Кадырова, что он такой нехороший, такой-сякой и прочее, прочее. Я напомнил Ксении Собчак, что сказал Джохар Дудаев. Русских не Джохар Дудаев не устраивает, русских не устраивает чеченский народ. И этому подтверждение то, о чем я сейчас говорю. Русских не устраивал Джохар Дудаев. Они развязали войну, и в результате этой войны Джохар Дудаев погиб. Человек, который хотел выстроить нормальные взаимоотношения с Россией. Человек, который говорил, Россия еще даже не знает, насколько мы можем быть полезны для самой России. Однако Ельцинская Россия, они развязали войну и в последующем вероломно убили президента Чеченской Республики Джохара Дудаева. Аслан Масхадов. Прошли выборы, завершилась война, был избран Аслан Масхадов. Аслан Масхадов подписал договор о мире с Россией и предлагал России выстраивать нормальные взаимоотношения в соответствии с этим договором, общепризнанными принципами и нормами международного права. Ельцинскую Россию не устроил Аслан Масхадов, и в результате развязали вторую войну, и Аслан Масхадов был убит. В последующем Ахмед Хаджи Кадыров сымитировали выборы и избрали его президентом, назвали его президентом. И когда он предложил вернуться к федеративному договору, подписанному в 1992 году, и выстроить отношения, разграничив полномочия, Кадыров был убит путинскими спецслужбами. И сегодня Рамзан Кадыров, который день и ночь объясняется в любви Путину и является героем России, академиком России и имеет все регалии, которые есть в российской властных иерархиях, да, имеет все. И однако день и ночь объясняется в любви и Путину и доказывает всему миру, что он больше русский, чем сами русские. Однако он тоже сегодня не устраивает путинские спецслужбы. То есть теперь уже под предлогом свернуть или же наказать Кадырова, которого сами и создали, они хотят развязать третью войну. И, конечно, это меня абсолютно не радует. Вопросы так не решаются. И взаимоотношения между нашими народами нельзя персонифицировать, вернее, пытаться, персонифицируя их, развязывать очередную войну. Сегодня Кадыров не устраивает их. Значит, есть все-таки правда в словах Джохара Дудаева. Если чеченский народ не устраивает в таком формате взаимоотношений, которые мы существуем на протяжении последних 400-500 лет, то есть противостояние, нужно же завершить это противостояние. И нужно определить нормальные взаимоотношения, которые будут выгодны в первую очередь и России, и чеченцам, и которые будут приемлемы для обеих сторон. А вот документ, о котором я говорю, и который был подписан в 1997 году, вот этот документ нам и дает такие взаимоотношения. И я считаю, что чеченцы и русские должны вернуться к этому договору и должны начать выстраивать свои отношения на основе этого договора. Возможно ли вернуть Ичкерию в будущем? Поддержит ли народ? Я должен сказать, что Ичкерия никуда не ушла. Ичкерия в умах и в сердцах чеченцев и чеченского народа. И поэтому речь идет не о возвращении, речь будет идти не о возвращении Ичкерии, а о восстановлении чеченской государственности и деоккупации Чеченской республики. Поэтому я глубоко убежден и уверен в том, что не только те, которые жили при Ичкерии и на себе испытывали все прелести и тяготы этого периода,
Но новое поколение, поколение, которое даже выросло и родилось уже после всех этих процессов, то есть после того, как мы потеряли суверенитет и независимость, и находясь в условиях оккупации, они больше скучают по этим временам, и для них это является как бы чем-то святым. И вы можете сегодня даже этому убедиться. Чеченцы, которые находятся на территории республики, чеченцы, которые даже живут в России, у них на телефонах, где это возможно, имеются символики чеченской государственности, ичкерийские символы государственности. Поэтому я уверен в том, что более востребовано сегодня, чем в те годы. Сегодня этот процесс идет сознательно и осознанно. Если в тот период, в период развала СССР и в период первых этапов становления чеченской государственности или восстановления чеченской государственности, это было не до конца осознанные шаги, да? Потому что люди были растеряны от незнания того, что ожидать, что будет. Потому что люди жили в Советском Союзе, и для них весь мир, для большинства поколения, весь мир заключался в России и в Советском Союзе. И мы не имели даже представления о том, что существует какой-то другой мир, который для нас не знаком. А сегодня и сегодняшнее поколение, они знают, что такое государство, они знают, что это не только привилегия, но и величайшая ответственность. И перед международным сообществом, и перед потомками, и перед своим народом, и перед соседями. Да? И они осознают, насколько широки возможности, если вы являетесь субъектом международного права. Да, есть и ответственность, но есть и огромные колоссальные возможности для выстраивания нормальной жизни и для себя, и для своих потомков. И поэтому сегодняшние чеченцы, они будут восстанавливать чеченскую государственность сознательно, осознанно и будут защищать эту государственность. В первую очередь они не позволят российским или каким бы ни было другому противнику чеченской государственности так легко его разрушить изнутри. То есть ввести раскол в самом чеченском обществе, расколоть нас на несколько течений, движений и группировок, и в последующем отнять у нас все, отнять наше будущее, отнять у нас нашу родину. И поэтому я уверен, что сегодняшнее поколение, поколение молодых чеченцев, которые напрямую не связаны ни с героическим прошлым чеченского народа, я подчеркиваю, героическое прошлое чеченского народа, которое было связано с войной России. И с теми ошибками, которые имели место в процессе восстановления или укрепления чеченской государственности. Сегодняшнее поколение, оно свободно от всего этого. У них есть реальная возможность, не поддаваясь какой-то той победной эйфории, которые испытывали мы после победы Первой войны, и не обременены грузом ошибок, которыми были обременены мы, которые стояли у истоков восстановления чеченского государства. И я поэтому уверен, что я смотрю с большим оптимизмом в будущее чеченского народа. Я не знаю, насколько у нас будет возможность пожинать плоды вот этого независимого чеченского свободного государства. Я не знаю, сколько времени на это потребуется, я не готов на это ответить. Но я абсолютно уверен в том, что это произойдет и что чеченская государственность будет восстановлена. Иншаллах. 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 Из Украины интересуются настроениями чеченцев, которые проживают в Чечне. Желают ли они смены режима? Я думаю, что люди, которые задают этот вопрос, в первую очередь, если они поставят себя на место тех, кто сегодня находится на территории Чеченской Республики, которые не уверены не только в завтрашнем дне, но они не уверены в том, что произойдет с ними сейчас, сию минуту, или когда люди не знают,
вышел ребенок или вышел молодой парень или девушка куда-то на улицу, они уверены в том, что они беспроблемно, что эти люди вернутся. Конечно, в этой ситуации тут и гадать не стоит. Конечно, люди желают смены режима. Не из каких-то политических соображений, и даже из человеческих отношений. Вот природа человека так, человек устроен, что он хочет безопасности, стабильности и уверенности и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне. А относительно политической ситуации, и почему я знаю, что там происходит. Действительно, на самом деле наше правительство и наши представители регулярно поддерживают связь с теми, кто находится дома. Наше правительство не всецело находится за рубежом. У нас есть на местах люди, которые в условиях подполья занимают должности. Руководители районов, руководители населенных пунктов. С нами на контактах находятся представители политических партий и движений, которые существуют в условиях подполья на территории Чеченской Республики. Мы с ними координируем нашу работу за рубежом. И, безусловно, и они, и мы заинтересованы в смене режима. Но вот что парадоксально. И мы понимаем, и те, кто дома находится, понимают, и те, кто здесь находящиеся, мы понимаем. Вот в тот день, когда не станет Путина в Кремле, вот в этот же день будут приняты жесточайшие меры по отношению к Чечне и к Чеченской Республике. Я сейчас выступаю не в качестве адвоката Кадырова или его преступного окружения, которые российские силовики начнут акцию под предлогом призвать их к ответу за преступление. Но это будет широкомасштабная третья чеченская война, в котором пострадают именно чеченцы, рядовые чеченцы, те, которые остаются там. И в этой ситуации, конечно, у нас очень много вопросов, связанных, как ситуация будет меняться в самой России и как это все отразится на Чечню и на чеченцев и на чеченский народ. И исходя вот из этих соображений, мы в принципе и выстраиваем нашу работу и наше отношение и с чеченцами, находящимися на территории Чечни. И также мы пытаемся выстроить свои отношения с представителями российской общественности, которые понимают, что очередная третья чеченская война, что это будет катастрофа не только для чеченцев, но в первую очередь и для самой России, что это будет катастрофа. И вот хотя я еще, может, я второй раз возвращаюсь к этому форуму, который прошел в Брюсселе в мае месяце, и те люди, как представители России, которые выступали на нашей конференции и подписали вот этот меморандум о необходимости выстраивать взаимоотношения России и Чечни на основе договора о мире. Потому что и у них есть понимание того, что возможно третья чеченская война. И вот этот меморандум, и вот то, что мы делаем вместе с российскими представителями российской общественности или с российской реальной оппозицией, которая понимает, что ситуацию в России можно изменить, только изменив отношение самой России к чеченской проблеме. Вот здесь наше взаимодействие с Россией, с русскими, которые желают хорошего и для себя, и для окружающих народов, или хотя бы за те народы, которые они ответственны путем захватнических войн, взяв господство над этими народами, совершив геноцид над этими народами, она ответственна за будущее. И Россия должна найти или вырасти то поколение, которое осознает эту ответственность и будет решать эти проблемы уже исходя из каких-то гуманитарных соображений. И в первую очередь исходя из того, что это выгодно самой России. Я сейчас приведу один пример. Когда в 96-м году, в начале 96-го, Ельцин и Черномырдин направили в Чечню Вольского. Вольский предложил Джохару Дудаеву деньги, место, безопасность,
куда угодно возможность выехать, лишь бы он ушел с Чечни. И вот тогда Джохар ответил Вольскому: вы не понимаете, с кем вы имеете дело. Вы не понимаете даже, с кем вы в течение вот этих нескольких столетий воюете. Мы с Ельциным эту войну получили по наследству. Не мы ее начинали. И сегодня я могу сказать то же самое. И российским политическим деятелям, которые действительно желают разрешения этого конфликта. Не мы с вами затевали и затеваем эти войны. Историческая неопределенность взаимоотношений толкает нас к этому противостоянию. Мы, наконец, должны осознать и понять, что в наших руках положить конец этому. И конец возможен только в том случае, если будут учтены наши интересы. И более того, я скажу, если у Ельцина, у Джохара Дудаева в свое время не было базы, на которой они могли бы опираться для разрешения этого конфликта, то сегодня эта база у нас есть. Эту базу оставил при всем моем критическом отношении к Ельцину Ельцин и Аслан Масхадов. Они подписали договор о мире. И нам необходимо будет вернуться к этому договору о мире и на этом строить наши отношения. Спрашивают, если по воле Аллаха Чечня станет свободной и марионеточное правительство в Чечне падет, будет ли Закаев баллотироваться на пост лидера Чечни? Вы знаете, для меня или даже для моих предшественников, и для Джохара Дудаева, и Аслана Масхадова, и для всех тех, которые стояли у истоков становления чеченской государственности, власть никогда не являлась самоцелью. Также и независимость не являлась самоцелью. Независимость – это как гарантия безопасности народа, а власть – это как инструмент для достижения этой независимости. И если мы сейчас говорим о том, что будет происходить после изменений политической ситуации и в России, и в Чечне, и поэтому я могу смело сказать, что необходимости или же моего участия уже в правлении или в политической жизни Чечни не будет. Наша задача – сохранить ситуацию до того периода и до того времени, чтобы в Чечне были проведены свободные демократические выборы, на которых чеченский народ изберет свою власть. А что касается меня, я вас уверяю и заверяю, что я ни в коем случае не буду ни баллотироваться, ни претендовать на власть в Чечне после изменения ситуации. Машаллах, машаллах. А если народ попросит? Я думаю, что у чеченцев есть очень много достойных людей, и уже сегодня есть, и по состоянию, и они и моложе, и умнее, и намного достойнее. И я не думаю, что ситуация дойдет до этого. Если даже кто-то будет просить, я никогда не соглашусь на это, потому что я знаю, что только следующее поколение, свободное от всех тех ошибок, которые мы в свое время допустили, они готовы, они смогут только сделать так, чтобы ни чеченский народ, ни русские больше не были вовлечены вот в это кровавое противостояние между собой. На сегодня это все. Спасибо за ваше внимание, интерес и участие, дорогие друзья. Продолжение беседы с Ахмедом Закаевым смотрите в наших следующих выпусках. Подписывайтесь на наш канал Абба Тру или просто заходите в гости. До свидания. Всего вам доброго.